Как уже было немало сказано, Первая русско-чеченская война, которая длилась с 1994 по 1996 год, была одним из самых трагичных и сложных и затяжных конфликтов на постсоветском пространстве. Причины конфликта коренятся в стремлении чеченцев к независимости после распада Советского Союза. После распада СССР в начале 1990-х годов многие республики, включая Чеченскую республику, начали стремиться к самостоятельности и независимости. Под руководством Джохара Дудаева, который стал первым президентом независимой республики, быстрыми темпами формировалось гражданское общество и патриотизм. Ощущение собственной свободы и права на жизнь в своем государстве смотивировало население в целом на достойное развитие и будущее. Но Москва не собиралась оставлять чеченский народ в покое и принялась угрожать Дудаеву за его осмеление поддержать курс провозглашенной независимой Чеченской республики в 1991 году, что вызвало жесткое противодействие в дальнейшем с ее стороной, которая захотела вернуть контроль над этим регионом. Крупные боевые операции. Одним из наиболее известных эпизодов войны стало начало активных боевых действий в декабре 1994 года, когда русские бандформирования начали штурм столицы Ичкерии Джохар, Грозный. Русскими операция была спланирована как быстрая и решительная, однако из-за консолидированного сопротивления чеченской армии эта война впоследствии трансформировалась в крайне затяжной и кровопролитный конфликт. В ходе боевых действий чеченская столица подверглась значительному разрушению, а гражданское население стало по русским информационным источникам жертвой якобы антитеррористической операции и наведению конституционного порядка в рамках русского законодательства. Русская бандпехота столкнулась с серьезными проблемами, так как в ответ на их агрессивное нападение чеченские силы организовали успешное контрнаступление, не прекращая сопротивления даже в условиях численного превосходства противника. Жизнь гражданского населения в условиях войны была полна страха и неопределенности. Огромное количество превратились в беженцев, тысячи убитых и раненых, а тысячи просто пропали без каких-либо вестей. Крайне бесчеловечные русские бомбежки и боевые действия разрушили инфраструктуру, лишая целенаправленно людей в зимнее время всякой возможности на выживание, а гуманитарные организации сталкивались с трудностями в предоставлении помощи пострадавшим. Личная история жителей рисует картину невидимых страданий, потерь и борьбы за выживание в условиях тотального хаоса, причиненного русскими. Роль Джохара Дудаева. Президент Джохар Дудаев стал символом борьбы за независимость Чечении. Он отстаивал демократические ценности, несмотря на возрастающее как внешнее давление от русских бандформирований, так и внутреннее давление руками их агентуры, представлявшей себя народу некой оппозиции правлению Дудаева, агитирующих исключительно за шариатское государство, что являлось отличным дополнительным подспорьем в деле дискредитации чеченского демократического имиджа в глазах международного сообщества. Чеченцы пытались построить новую светскую республику, основанную на принципах демократии и международного права, неоднократно об этом заявляли, однако столкнулись с серьезными сложностями, когда мировое сообщество и республики бывшего Союза не спешили поддержать чеченцев в своем стремлении. Причины для отказа признать находились разные, экономические, географические, но по факту основной причиной являлся страх озлобить своими шагами русских, что могло притянуть к ним их внимание и спровоцировать впоследствии конфликт с ними. Так называемая оппозиция, а по факту русская пятая колонна противостояла сторонникам чеченской независимости и полностью поддерживалась Россией всем ей необходимым ресурсами, как материальными, так и информационными, для расшатывания политической ситуации внутри только что начавшего свой путь молодого чеченского государства, что создавало дополнительную напряженность для всех его ветвей власти. Эти диверсионные группы фактически действовали в качестве провокаторов и вербовщиков, дестабилизирующих ситуацию для целенаправленного подрыва авторитета действующей легитимно чеченцами избранной власти, что в свою очередь еще больше усугубляло конфликт. Таким образом, Первая русско-чеченская война была сложной и многоаспектной, оставаясь одной из самых запоминающихся глав в современной истории. Временное затишье и восстановление. Подписание Хасавюртовских соглашений в 1996 году, которые положили конец Первой русско-чеченской войне.
Попытки восстановления мирной жизни в Ичкерии, создание временного правительства. Личный опыт свидетелей тех событий имеет огромное значение для понимания сложностей и многослойности этого конфликта. Действительно, восприятие чеченского сопротивления как исламского радикального движения часто упрощает реальную картину, состоящую из различных факторов и участников с разными мотивациями. Такая установка удобна для русских пропагандистских масс-медиа для объяснения и оправдания своих военных преступлений на территории независимого государства. Разнообразие в рядах повстанцев ЧРИ указывает на то, что среди чеченских повстанцев было много людей с разным мировоззрением, образованием и жизненным опытом. Многие из них действительно являлись врачами, инженерами, учеными и так далее, которые вступили на тропу борьбы не из-за каких-то радикальных религиозных убеждений, как это пытаются представить мировой общественности русские преступные политики и их преступные средства массовой информации, а из-за желания восстановить утраченное право, защитить свою землю и обеспечить себя и своих потомков достойной жизнью и будущим. Противоречивые нарративы. Влияние русских средств массовой информации и их официальной пропаганды, которая исключительно однобоко изображает конфликт, рассчитанных в основном на массу людей с туннельным мышлением, сыграло большую роль в формировании общественного мнения как внутри России, так и за ее пределами. Попытка использовать образ исламистов и радикалов была воспринята как желание русской пропагандистской машины оправдать военное преступление своего русского преступного режима в подавлении курса чеченского народа на самостоятельность и независимость, а также как способ дискредитировать их национально-освободительное движение. Чеченское сопротивление. Для многих чеченцев сопротивление было не только борьбой за независимость, но и вопросом национальной самоидентичности. Важными факторами были историческая память, культура и язык, которые сохранялись чеченцами даже в условиях жесткой советской диктатуры по уничтожению в целом их национальной атрибутики. Важно глубокое понимание контекста конфликта и исследование его всех аспектов, включая политические, экономические и социальные. Вопрос, который до сих пор детально не исследован мировым сообществом. Акцентирование внимания на том, что чеченские повстанцы в основном не имели радикальные религиозные взгляды и были довольно разные по своим убеждениям и стилю жизни, является важным аспектом в деле противодействия агитации русской информационной боевой пропагандистской машины о природе конфликта в Чеченской Республике. Резюмируя вышесказанное, хочется подчеркнуть, что ныне живущим свидетелям тех трагичных событий для чеченского народа очень важно сегодня продолжать делиться своим ценным опытом и оценкой тех лет, чтобы иметь более полное и комплексное понимание.